Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, какие новости несет нам ветер перемен. Я взяла для этого колоду Академия колдовства или Академия ведьм. У нас будет 3 позиции, и мы с вами будем смотреть, в какой карте вы живете на сегодняшний день, какие новости будут о внешнем мире и какие новости будут лично о вас или касающиеся вас. Вот. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации, ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Итак, первая позиция — флюоритовая пирамидка. Вторая позиция — горный хрусталь. Третья позиция — дымчатый кварц. Выбирайте то, что вам больше по душе. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока отставляю в сторону. Первая карта характеризует вас, в каком сейчас вы живете аркане на сегодняшний день. Первая позиция. Ну, давайте смотреть. Тройка мечей. Вы расстроены, да? Расстроены, напуганы, столкнулись с жизненными реалиями, я так скажу, и переживаете из-за чего-то. Вот. Такое ощущение, что вы как будто бы, ну, не знаю, как вас пригвоздили, да, к определенному месту, ничего не можете с этим поделать. То есть карта такая суровая, она говорит, что перед вами предстала действительность во всей своей красе. Раньше вы о ней имели другое представление или о каком-то человеке другое представление, да. Но теперь уже как есть, и вам придется принимать реальность такой, какая она есть. Может, вы расстроены чьим-то поведением, может быть, вы расстроены реальным положением вещей в вашей жизни. Что-то вас немножечко выбивает из колеи. Конечно, с другой стороны, карта показывает, что вы стремились к идеалу в своей жизни, но на сегодняшний день эти идеалы не могут быть достигнуты и рушатся. И карта говорит о том, что вот, может, с кем-то у вас несовместимость произошла, да? Может быть, кто-то резко с вами поговорил, может быть, резко поступил, вот. Вы живете в напряженном, неприятном времени. Но, вы знаете, это проходит. Даже если вы с кем-то поссорились или что-то негативное происходит, конечно, тройка мечей — это всегда временная карта. Она показывает, что это проходит, обязательно пройдет. Ну, хорошо, давайте теперь посмотрим новости, какие идут к вам на пороге, да, что вы скоро узнаете про внешнюю среду и про лично вас, что касается, да. То есть 2 новости мы смотрим одной картой. Про внешнюю среду и что вас лично касается. Так, это про внешнюю среду. Карта сила, да, сила. И что касается конкретно вас, 7 пентаклей. Ну, сила, она совершенно точно показывает, что внешние обстоятельства благоприятны. То есть идет ситуация договоренности какой-то во внешнем мире и союза, да, союз, который влияет как на внешний мир, так и, скорее всего, на нашу, вашу жизнь и так далее. Поэтому здесь идет именно договоренность, приручение, момент приручения, да, и ну, как победа над непредвиденными обстоятельствами, превратностями судьбы. По сути, карта силы — это карта силы воли, энергии и, по сути, победы, да. Поэтому функция этой карты — это дать силу, усмирить внешнего или внутреннего врага. Или также просто преодолеть какие-то слабости. Она всегда позволяет добиваться успеха, действовать мягко.
и ненавязчиво, но и неустрашимо. Поэтому здесь договоренность идет. Вот какая-то, как союз, да, приручить льва. Приручить, ну, великую силу какую-то, не дать ей стать агрессивной. Поэтому внешняя карта, она несет очень хорошие новости. Она означает всегда успех, удачу во всем внешнем мире. То есть я считаю, что именно правота идет, да, правота и стойкость. Поэтому вот любые ценности по этой карте отстаиваются, в том числе моральные ценности, да. И карта справедливого все-таки решения какого-то. Вот. Скоро вы об этом узнаете. Вот такие новости вам идут о внешнем мире. А лично о вас идет 7 пентаклей. Но здесь, во-первых, идет ситуация, когда нужно будет много поработать. То есть это касается уже вас новость. Вам заявляют, что нужно будет много чего сделать, очень важного. Конечно, требует карта значительных усилий, да, то есть от вас жизнь потребует затрат энергии. Но это все окупится. По сути, карта показывает, что вас как будто извещают о том, что нужно много работать, может быть, внеурочно, и ну, вкладывать силы в процесс. Да? Этот процесс пока не окончен, он требует дальнейших вложений энергии. И ну, прибыль будет, конечно. То есть в итоге будет в награду прибыль за ваши труды, за ваше энерговложение. Вы как будто будете работать долго, усердно, но получите рост, допустим, в карьере или в работе, в бизнесе, может быть, наращивание клиентской базы, ну и также денежного капитала, да. Все-таки это есть здесь. Получение плодов своего труда, да. Я считаю, карты неплохие, они показывают, что может быть, чуть-чуть необходимо подождать, но результаты будут превосходить ваши ожидания, да. И как бы известие это о том, что и без работы вы не останетесь, и без денег вы не останетесь. То есть у нас тут денежное дерево растет в горшке, и раз оно растет, значит, приумножаются ваши денежные запасы. Поэтому вам не надо разочаровываться, расстраиваться. Будет достигнуто все, любые договоренности, да, любое перемирие, и вы будете много работать, трудиться на благо, да, на благо себя, на благо других и на благо своего капитала, чтобы его увеличивать. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. Все очень хорошо. А мы перейдем к позиции номер 2. Какие новости несет ветер перемен? Первая карта, в какой карте вы, да, находитесь, в каком аркане. Вы сейчас в 8 кубков. Ну, по сути, это карта, показывающая переход куда-то, переезд, отъезд, выход куда-то, да. Вы хотите выйти из зоны комфорта своей, может быть. Вы хотите куда-нибудь уехать, перейти на другую работу. По сути, там, где вы находились, как будто бы казалось, что не совсем ваше место. Вот что-то немножко не так. 8 кубков – это карта прорыва, да. Она показывает, что сейчас может быть прощание с прошлой жизнью. Но прорыв – это когда ты меняешь свою жизнь. По сути, ну, я так вижу, вот в этой карте вы ищете счастье, да. Вы прощаетесь с прошлым, у вас переходный период, и вы меняете свои жизненные цели, приоритеты, ищете счастье, ищете себя, свое предназначение, может быть, свое место под солнцем, и пытаетесь как будто бы даже сменить курс. То есть что это значит? У вас были планы предыдущие, сейчас они кардинально меняются, да, приходится менять планы. И ставите новые себе планы, новые цели. Старые планы придется отложить, забыть, убрать. И также карта показывает, ну не знаю, как будто бы вы отворачиваетесь от кого-то или от чего-то. Ну не знаю, может от человека даже. Иногда есть такое ощущение, да, что от человека отворачиваетесь. И может у вас скорбь была в прошлом. Может быть старые представления
жизни, вот это все вы покидаете, вы это все забываете, уходите от этого, прощаетесь с этим. Меняете мировоззрение, может быть. Вот. Да, бывает такое, что по этой карте ты пускаешься в приключения, ну, ты не думал даже, да, что этот путь тернист. Но лучше тернистый путь, чем болото. Конечно, самое главное, вот что в этой карте есть, да, это перемены. То есть, по сути, это предвестник перемен в жизни. И, ну, я считаю, эти перемены скажутся настолько же позитивно, насколько негативно могли бы восприниматься в настоящий момент. То есть вы можете сейчас воспринимать перемены негативно, но скажутся они очень позитивно. Вот так могу даже сказать. Может, вы их не чувствуете позитивными, да? Но на самом деле это позитивные перемены. Просто сейчас не совсем это соображаешь. Испытываешь, может быть, некий кризис, что ли. Вот. Ну, давайте посмотрим дальше. Какие новости-то вам несет ветер перемен? Внешние новости и те, которые лично касаются лично вас. Да? Внешние новости и касаемые лично вас. Ну, тут все вам скажу очень неплохо, правда. Внешние новости вас озадачат. Но они несут иллюзию какую-то или выбор. Ты не можешь их понять. Ну, не можешь понять, что происходит. То есть внешняя новость, она здесь как бы... Ты не знаешь, верить ей вообще этой новости или нет. Вот так могу сказать. В мире что-то меняется, но это что-то воображаемое. Может быть, воображаемый успех. Что ты, когда смотришь, да, вот, допустим, приходит тебе новость из внешнего мира. Ты смотришь на нее, 7 кубков. Тебе кажется, она вроде неплохой. Хорошей может казаться. Но на самом деле это только воображение. Ты не знаешь подоплеку этой новости. Также как будто много разных возможностей, да. А обилие этих возможностей в этой новости, да, много дают разных возможностей. Обилие возможностей сбивает с толку. То есть вас как будто бы в ближайшем будущем внешние новости будут сбивать с толку. Они не будут вам понятны. Или их будет очень-очень много. 7 новостей, да. И каждая в себе несет противоположное. И вы не будете осознавать, а что правда из этого, что выбрать, вообще к какому, может быть, отнести себя, там, не знаю, течению, какой идее себя отнести, какое принять решение согласно этих новостей. И получается, вам будет нелегко определиться ни с собственными желаниями, ни понять, чего вы на самом деле хотите согласно этих новостей. Вы как будто бы принимаете желаемое за действительное, потом оказывается совсем другое. Поэтому постарайтесь, может быть, первое время не доверять ничему, что вам говорят. И никому, никаким иллюзиям. Не надо радоваться чему-то, потому что радоваться рано. Не надо грустить, потому что грустить не из-за чего, а просто увидеть правду. Но это будет потом. То есть вы ее увидите явно не сразу. А просто будет очень много источников, говорящих разные вещи. И правда, она всплывет только позже, только позже. Вот. Не думаю, что это будет на вас очень сильно влиять. Просто из-за этих внешних новостей вы не совсем сразу сможете определиться в жизни. Вот. Я считаю, что по 7 чаш человек никого не обманывает, и его никто не обманывает. Он просто обманывается. То есть он высасывает из пальца что-то хорошее, чего и на самом деле может не быть. Поэтому постарайтесь не врать себе. Воспринимать вещи такими, какие они есть. Воспринимать реальность. Да? Но и плохого в себе карта не подразумевает, конечно, совершенно ничего. Она просто показывает, что ты растерян. Вот тебе 7 разных источников, разных новостей. И они говорят разное. И ты не знаешь, что думать. Хорошо, рыцарь Пентаклей касается новость конкретно вас. Вот здесь уже более четкая карта. Она несет импульс ответственности, добросовестности, да? И, может быть, силы воли.
по сути, успех лежит только через упорный труд по этой карте. Поэтому это известие о том, что вам придется потрудиться. Но и уверенность в собственных силах. Поэтому вы будете уверены в том, что вы с работой справитесь. А работа, правда, идет к вам в жизнь. Нужно будет заняться полезными делами, развивать свои таланты, проявлять практичность, терпеть, настаивать, может быть. И в то же время вам нужно будет вплотную работать, вплотную. Есть перспектива продвижения по этой карте по карьерной лестнице. Медленная, но верная перспектива. И также карта показывает человека. Рыцарь – это человек. Не только ситуация, не только продвижение по работе и рост доходов, а рост доходов медленный, но верный по этой карте тоже идет, пусть умеренный, но он идет. Но и человек. То есть здесь может быть мужчина. Мы здесь видим дамочку на карте, но чаще всего, конечно, рыцарь Пентаклей – это мужчина. Ну какой? Ладно, пусть хоть женщина, хоть мужчина, неважно. Полезный человек скоро придет в вашу жизнь, и об этом вы узнаете новости. Вы от этого полезного человека можете получить ценную услугу, или кто-то вам сослужит верную службу, или из-за этого человека вы получите прибыль, или подпишите с ним договор, или составите бизнес-план, может быть. Иногда карта показывает путешествие, отъезд. Но и у вас сама-то карта вашей личности 8 кубков. Поэтому вы можете, правда, с кем-то, посоветовавшись, поехать, уехать, но долгое время не будете знать внешнюю обстановку. А можно ли мне ехать, да? А получится ли у меня поехать? Все ли будет в этом плане хорошо? Однако рыцарь Пентаклей – надежная карта. И если вам кто-то что-то пообещал, этот человек обязательно выполнит свое обещание. Вот. Ну, также карта показывает иногда ремонт в доме, вот, или занятие спортом, но это уже реже. В общем, такие новости, что может человек какой-то, да, надежный прийти, а может быть у вас продвижение по работе, по службе, рост доходов. Ну, такая позиция номер 2. Но первое время по внешним новостям никому, конечно, здесь доверять нельзя. Третья позиция. Сначала смотрим, кто вы, как вас высшие силы видят на сегодняшний день. Вы королева жезлов. Прекрасная карта. Она показывает все-таки более-менее оптимистичного человека, который занят своими делами. Слава богу, вы цветете и пахнете, как говорится. И рядом есть те, кто поддерживает вас. Вы считаете себя самодостаточным человеком, возможно, вы женщина. И прекрасная карта. Она говорит о том, что вы сейчас претендуете на лидерство в жизни, в мире, на работе, да, проявляете, может быть, свою коммуникабельность, независимость и самостоятельность, да, успеха хотите в карьере, в работе, в бизнесе, в труде или в социальной жизни, в социуме. Ну и, конечно, растете. То есть вы заняты собой. Вы заняты своим развитием, вы можете помогать людям, но самодостаточны настолько и прекрасно с собой владеете, хорошо себя чувствуете, по сути. Я считаю, что вы как бы приобретаете сейчас форму и знаете, насколько вы хороши. Карьерный рост у вас может быть, деловой успех, известность даже какая-то. Ну и просто человек, который привлекателен для противоположного пола, открытый, доброжелательный человек, да, приятный. И, естественно, вы можете вдохновлять других людей, быть для них настоящим прекрасным союзником. Конечно, у королевы жезлов есть экстрасенсорные способности, прекрасная интуиция, колдовской дар. Да? Давайте посмотрим новости. Какие несет ветер перемен новости вам, дорогая королева жезлов? Из внешнего мира что идет? 5 жезлов. И новости, которые лично вас касаются, да? Это 9 жезлов. Это 5 жезлов и 9 жезлов. Одни жезлы у нас у королевы жезлов. Итак, первые новости у нас внешние. И я вижу здесь 5 жезлов. Это значит, что
как будто бы вы узнаете, что кто-то отстаивает, ну, собственные интересы среди таких же умных, как и он сам, да. По сути, сравнивают возможности свои, вот, способности с возможностями других. Конечно, здесь может быть известие о соревнованиях, о потасовке, о том, что кто-то вступил в конфликт. Но при этом, вот, не знаю, как будто бы просто идет принцип в этом конфликте. Ну, то есть, как бы идут на принцип, да, не уважают друг друга. И каждому приходится защищаться. То есть, иногда это мозговой штурм, ну, то есть, болтают там, да, друг друга кроют аргументами, спорят. Может быть, кто-то поспорит друг с другом. Ну, давайте посмотрим вот в этой конкуренции, да, какой будет исход. Король Пентаклей решит все какой-то человек, возможно, связанный со знаком Земли или асцендентом в Земле. Здесь у нас женщина, ну, конечно, чаще всего это мужчина. Король же, да, мужчина. И тут как бы люди много спорят, но у них силы равны, да, а этот человек или, ну, как бы влиятельный, да, как бы должностное, может быть, лицо какое-то, он спокойный, уверенный в себе, но лидер, и он может разрулить эту ситуацию. Вот. В скором времени вы об этом узнаете. Но сначала узнаете об этом конфликте, что люди не могут договориться, что-то поделить, что-то там, не знаю, понять друг друга, да, там, найти точки соприкосновения. Вот. Однако придет человек, который объяснит им, что и как, и они смогут эти точки соприкосновения найти. А девятка жезлов – это про вас, новость уже касаемая вас каким-то образом. Она показывает, по сути, что вы любые испытания на прочность пройдете на ура. То есть, если вдруг вы хотели сдать экзамены, обучение какое-то пройти, или срез знаний на работе, или, может быть, проверка на работе, вот вы с честью, с достоинством, да, это все спокойно проходите. То есть вас на мякине не проведешь, карта говорит. Карта победы, карта, показывающая, что, ну, как будто бы пусть из последних сил, да, но вы выдерживаете в мире, где очень много конкуренции, и становитесь лучше. Если на вас кто-то пытался в последнее время нападать, вести поклеп, спорить с вами, вы явно и это выигрываете. То есть по этой карте выигрывают любые суды, дела, там, да, рабочие споры, даже с любимым человеком споры. Все это выигрывается. И карта добрый знак, потому что она показывает, вот если вы столкнулись с серьезными проблемами или опасностями даже, то обязательно вы победите. И все эти проблемы разрешатся. Карта силы и смелости, да. Вы выстаиваете в любых проблемах, несмотря ни на что, вы уверены в себе. И мы по королеве жезлов это все-таки видим. И, по сути, да, вам могут противостоять какие-то силы, но вы сильнее, да. Конечно, бывает по этой карте еще не завершилась ситуация. Но знайте, что нужно выстоять для того, чтобы она завершилась окончательно. И перешла на новый уровень, да, на более благоприятный для вас. Вот как бы состояние чуть-чуть оборонительное такое, как защищаетесь. Но, однако, с большим успехом. Ну, также эта карта показывает чаще всего то, что идет поддержка, то есть через некоторое время у вас будет поддержка, и высшие силы вас поддерживают. И также, за что бы вы ни брались, карта говорит, у вас будет успех. То есть вкладываете силы в то, что вы, ну, вот за что вы взялись, в то, что вы делаете, обязательно вкладывайте силы, и у вас это получится. То есть, да, есть какая-то цель, эта цель вами достижима, просто нужно приложить усилия.
И, конечно, вы, скорее всего, наметили что-то конкретное, потому что вы королева жезлов. У нее всегда есть проекты какие-то. И этот проект успешен. Просто нужно среди конкуренции выстоять. Ну, вот такая вот у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Life. Всем пока и до новых встреч. Жду ваших комментариев.